Крымско-татарские общественники обратятся в европейские организации по защите прав человека. Причиной стали нападения боевиков батальонов «Аскер» и «Айдар» на супругу председателя общественной организации «Крым-Барлига». По информации зампреда организации, Ленур Ислямов с помощью банформирований вымогает у Надье Немитулаевой 50% от прибыли бизнеса. Женщину запугивают, угрожая ей расправой. Нажитое годами имущество Немитулаевых хотят не только прибрать к рукам, но и продать. В гостинице, которая располагается на границе с Крымом, уже проживают боевики батальона, хотя официально это здание принадлежит семье Немитулаевых. Накануне в Симферополе состоялось собрание с участием крымско-татарских общественников. Было принято решение обратиться в европейские организации. Мы вообще все должны, я думаю, принять какую-то резолюцию, сделать тоже обращение на Петра Порошенко, на президента Украины, прокурору. Везде написать, это что за неправомерные действия. Вот мы здесь, крымские татары, нам не нравится, как вы обращаетесь с крымскими татарами, живущими на территории Украины, которых вы так говорите, вы их защищаете. А где вы их защищаете? То есть у вас идет избирательная защита какая-то, понимаете? Там же, допустим, вот они в течение года пытались посадить Немитулаеву Надье в тюрьму. А не за что. Мы с вами все видели, как перевозчики из числа крымских татар поднялись. Они их 2 года вытерпеть не могли. Ребята поднялись. Почему? Потому что, опять же, приезжал Ислямов, приезжало выдуманное ими полпредство, якобы крымское, вместе с Зетом Гдановым. И пытались обелечивать таксистов. Тех таксистов, которые сутками мерзнут, живут в машинах, не знают, как свои семьи прокормить. Они говорят, вы должны нам платить. Пока на международных площадках украинские власти кричат о нарушениях прав человека в Крыму, в этой стране процветает бандитизм, который поддерживается на государственном уровне. Смотрите в следующих выпусках «Аберлер» наш специальный репортаж.